Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. Небывалый размах и новый формат. Мы поднимаем эти игры на уровень очень серьезных международных турниров. Что в Казани изучают главы делегации игр стран БРИКС, узнал Дмитрий Аренин. И дать, и взять. Относились бы к своей работе со всей ответственностью, конечно, уже такого не было. Где и сколько фактов коррупции выявлено в Татарстане, выяснял Рамиль Шайдуллин. В Казани продолжается масштабная реконструкция Горьковского шоссе. Строительство дороги идет в строгом соответствии с утвержденным графиком. К ноябрю надеемся, что Горьковское шоссе будет открыто. Как будет выглядеть одна из главных дорожных артерий города? Подробнее в материале Ирины Васильевой. 3 человека погибли сегодня в страшной аварии в Нурлатском районе между городом и селом Степное Мамыково. 26-летний водитель «Лады Приора» по предварительным данным выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Гранта». В результате 64-летний автомобилист Гранта и 2 пассажира Приоры от полученных травм скончались на месте аварии. Еще 2 человека, водитель Приоры и пассажир Гранты с различными травмами, были госпитализированы в Нурлатскую ЦРБ. Двоим оказана неотложная помощь, диагностика, и больные были перенаправлены в Чистопольскую ЦРБ, в травмцентр 2-го уровня, для оказания уже специализированной медицинской помощи. Как уточнили в ГИБДД, у мужчины, который выехал на встречку, стаж вождения составляет 9 лет. После резонансного ДТП в течение месяца в районе собираются провести внеплановое заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Всего с начала года в Татарстане из-за выезда на встречную полосу произошло 62 ДТП, в которых погиб 31 человек и 115 получили травмы. В Альметьевске по подозрению в совершении насильственных действий в отношении 2 школьников задержан 53-летний мужчина. Как сообщает Следком, о произошедшем родителям рассказали пострадавшие дети. Им 9 и 8 лет. Предварительно подозреваемый познакомился с мальчиками летом прошлого года и приглашал их к себе домой. По данным следствия, он ранее был судим по статье «Развратные действия» в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста. Тогда в материалах дела числились 12 эпизодов развратных действий. Мужчина 8 лет провел в колонии строгого режима, освободился в 20-м. Свою вину он тогда не признавал. Не согласен с обвинением и сейчас. Следственный комитет Альметьевска возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в изоляторе. Следователи предполагают, что пострадавших может быть больше. В настоящий момент следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Гражданам, располагающим какой-либо информацией о противоправной деятельности мужчины, следует обратиться в правоохранительные органы. На месте Горьковского кольца Казани возведут первую в городе 3-уровневую транспортную развязку. Состоять она будет из подземной, наземной и надземной частей. Сейчас сооружение готово на 78%. Развязка будет основным элементом проекта по реконструкции одной из главных транспортных артерий города – Горьковского шоссе. Обновленная дорога увеличит пропускную способность в 2 раза. Когда 140 тысяч жителей Кировского района Казани начнут жить без пробок, знает Ирина Васильева. Пробки уж, а так куда деваться? Лейсам Фасхуддинова живет в поселке Юдино, работает в центре Казани. Ежедневно на дорогу тратит около 2 часов. Говорит, чтобы не сидеть в утренних и вечерних пробках, пользуется объездной дорогой через Аракчино. С нетерпением ждет открытия обновленного Горьковского шоссе. Я надеюсь на лучшее, ждем расширения дороги. Будет все комфортно, думаю, что будет большая развязка и, соответственно, пробки исчезнут в нашем красивом, любимом городе. Горьковское кольцо Казани. Сейчас это эпицентр строительных работ обновленного шоссе. Здесь возведут первую в республике 3-уровневую транспортную развязку. Состоять она будет из тоннеля, 6-полосной наземной дороги и надземного разворота. На объекте ежедневно трудится 39 единиц техники и более 160 рабочих. Сегодня с ходом работ ознакомился мэр Казани Ильсур Медшин. Подземная часть практически в этой развязке завершена.
Уже выполнены монолитные работы в тоннеле, установлены опоры под эстакаду и сама пролетная конструкция моста. Также построена канализационная насосная станция. Сейчас рабочие заливают арматуру бетоном. 140 тысяч жителей Кировского района. И прежде всего, это еще раз, это жители Залесного, Салават-Купере, Юдина, но и наши соседи Зеленого Дола получат шестиполосное движение с пропускной способностью более 11 тысяч автотранспорта в час. Хочу поблагодарить Раиса нашей республики Рустема Нургалиевича Минниханова. Национальный проект. Без федеральной поддержки мы не смогли бы реализовать то, о чем мечтали десятилетиями наши предшественники. Последний раз Горьковское шоссе модернизировали 18 лет назад. За это время пригород вырос настолько, что дорога с трафиком не справлялась. Сегодня в период урбанизации машин в городе становится все больше и больше. И городским властям необходимо делать ответ на вот этот вызов в виде, в том числе и улучшения условий для автомобилистов. И одним из этих элементов улучшений является такой долгожданная реконструкция. По проекту планируется обновить 11 километров Горьковского шоссе. На всем пути ни одного светофора. Количество полос расширят до 3 в каждую сторону. Строители возведут 5 надземных и 3 подземных пешеходных переходов и 3 разворотные петли. Это увеличит пропускную способность шоссе в 2 раза. Самые сложные этапы уже пройдены. На сегодняшний день по всем элементам готовность составляет порядка 60-80%. Самая сложная работа, которая проводилась в течение прошлого года, это вынос инженерных коммуникаций с территории строительства Горьковского шоссе, а также перекладка и прокладка новых инженерных коммуникаций. Эти работы на сегодняшний день завершены на 99%. Новые возможности появятся и для любителей велоспорта, ведь вдоль обновленной вылетной магистрали появится освещенный тротуар и велосипедная дорожка. Веломаршрут продлится от парка имени Урицкого до микрорайона Салават-Купере. Стоимость реконструкции 27 миллиардов рублей. Объект планируют сдать в ноябре этого года. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Самыми коррумпированными сферами в Татарстане по итогам 2023-го оказались ЖКХ, здравоохранение и образование. Так, по данным антикоррупционного мониторинга органов власти, практически в 80% школ работают ряд учителей с сертификатами о повышении квалификации, хотя курсы не проходили. А больше 200 госслужащих не предоставили или частично скрыли сведения о доходах. Рамиль Шайдуллин подробнее. Конечно, ответственность должна быть неотвратимой и жесткой. В прошлом году в республике расследовано 913 должностных преступлений коррупционной направленности. Из них почти половина – взяточничество. 356 случаев взяточничества, 209 случаев служебного подлога, 22 случая превышения должностных полномочий, 18 случаев злоупотребления должностными полномочиями. Жители практически всех районов республики, за исключением Алькеевского, Отнинского, Новошишминского и Тетюшского, сообщали о коррупционных фактах в системе образования в различные инстанции. 16 обращений о незаконных сборах на охрану и нужды школы, 10 о конфликте интересов, 8 по сбору денег на учебники и тетради. К слову, учителя оказались в зоне особого внимания проверяющих и по другим поводам. Так, один из педагогов купил поддельный диплом выпускника Казанского училища Олимпийского резерва. А в 80% школ республики работают учителя, проходившие курсы повышения квалификации в интернете, на самом деле ее не повышая. Получить документ о квалификации в электронном виде на указанном сайте можно сразу после оплаты при пользовании функции ускоренное обучение. То есть заплатил ты 500 рублей и сразу же ты получил соответствующий документ о том, что ты уже обучился. Еще один лидер антирейтинга – ЖКХ. В 2023 году 17,5 тысяч обращений, в основном в народный контроль. Увеличилось и количество жалоб на систему здравоохранения почти на 50 больше, чем годом ранее. Обращения поступали на сотрудников медицинских учреждений 38 муниципальных образований. Из них 15 муниципальных образованиях все поступившие обращения получили статус обновленные, обоснованные, то есть подтвердились. А в отчетном году неприятно для всех проявила себя профессия госслужащего. Несмотря на то, что отрасль в целом стабильно вызывает высокое доверие, тень отбрасывают отдельные личности, которые, по мнению татарстанцев, превышали должностные полномочия, злоупотребляли бюрократией, к тому же оказались профессионально непригодными.
По итогам 23-го больше 200 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности за непредоставление или предоставление неполных сведений в декларации. Лидер антирейтинга – Бавлинский район. Здесь прокуратура выявила сокрытие доходов сразу у 10 депутатов. Один не указал почти 4,5 миллиона рублей, другой – более 700 тысяч. Если бы глава, работники кадровой службы, помощник главы по противодействию коррупции, которые у нас в республике есть, относились бы к своей работе со всей ответственностью, конечно же, такого не было. В администрацию Раисы Республики в прошлом году поступило 28 обращений на коррупцию со стороны должностных лиц. Каждое третье от казанцев. При этом в 20 районах ни одной жалобы. С недобросовестностью, сталкивалась. Переехал недавно, год. Все отлично в Казани, мне нравится. Коррупционных каких-то таких свойств ничего не видел. Бог миловал. В прошлом году прокуратура республики выявила почти 1300 нарушений закона о муниципальной службе, а счетная палата почти 1200 нарушений бюджетного законодательства. Финансовый ущерб превысил 4 миллиона рублей. Рамиль Шайдулин, Алмаз-Единов, ТНВ, Казань. Четвертые сутки в Зеленодольском районе идут поиски рыбаков. Они перестали выходить на связь в выходные. Двое мужчин отправились рыбачить на Свиягу на самодельной лодке рядом с селом Бритвино. Спасатели обнаружили принадлежавший одному из рыбаков УАЗ и рыболовную сеть. И сегодня в 5 вечера на глубине 6 метров нашли тело одного из мужчин. МЧС предупреждает, выход на воду маломерных судов до начала навигации запрещен, а в такую погоду смертельно опасен. Новый прорыв дамбы случился под Орском в Оренбургской области. На границе с Казахстаном на частном водохранилище произошел перелив через сооружение. Большая вода может прийти по руслу реки Миндыбай. Об этом сообщила администрация Орска. Эвакуируют жителей села Тукай. Их примут в пункты временного размещения на базе 2 школ. Людей перевозят муниципальные автобусы. В самом Орске уровень воды снижается. Освободились более 3000 домов и участков. Устранен один из прорывов дамбы шириной 10 метров. В Оренбурге уровень воды упал на 16 сантиметров. Подтопленными остаются более 5000 домов и свыше 10 тысяч участков. Лишний балл Минсельхозу Татарстана предъявили сговор с Союзом садоводов. В чем суть претензий к чиновникам от дачников? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Все гости к нам. Уже в мае Казань примет участников юбилейного международного экономического форума «Россия. Исламский мир». Сегодня в Москве прошел организационный комитет 15-го по счету форума с участием вице-премьера Марата Хуснуллина. За оставшийся до старта форума срок необходимо ускорить подготовку по всем этапам, заявил Марат Хуснуллин. В заседании также принял участие раис Республики Рустам Минниханов. Из федеральной столицы репортаж Дины Газалиевой. На текущий момент на Казань-форум зарегистрировались делегации из 54 стран мира. И, конечно, это не предельная цифра. Самые многочисленные из Малайзии и Ирана. И, кстати, впервые на исламский форум в Казани приедут представители Афганистана. Добрый день, Эти цифры прозвучали сегодня в Москве на заседании Организационного комитета Казань-форума 2024. До него остался месяц. Самое время, чтобы сверить по дорожной карте, что сделано, а где нужно еще в орг-вопросах, что называется, поднажать. В ходе моих зарубежных визитов и встреч за первый квартал мы обсудили участие в форуме представителей ряда стран Организации исламского сотрудничества, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Таджикистан, Катар и ряд других. И затронули вопросы взаимодействия в рамках группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Как сегодня подчеркнул раис Татарстана, свое участие в форуме уже подтвердили ряд мировых известных политических деятелей, члены королевских семей. В ходе заседания участники оргкомитета многократно подчеркивали, форум «Россия. Исламский мир» носит очень прикладной характер. Общая задача – повысить уровень экспорта и импорта между нашими странами, развивать туризм и финансовое взаимодействие. Профильная площадка Казань-форума для этих целей очень подходит. С учетом вот этого жесткого санкционного давления на нашу страну, конечно, работа с исламским миром, она у нас продвигается на высоком уровне. Мы видим позитивные изменения. Вот я уже в своем докладе сказал, что у нас, например, за 3 года объем товарооборота вырос на 37%. Это означает, что жители нашей страны больше получили продукции, и мы больше экспортировали свои продукции, получив валютную выручку. То есть у нас у форума абсолютно прикладная задача
задача, это не такое политическое мероприятие там, в чистом виде, это абсолютно экономически продуманные мероприятия. Также в планах в ходе панельных дискуссий обсуждение на Казань-форуме создания транспортно-логистических коридоров. Подготовлен ряд профильных соглашений на эту тему. Международное мероприятие пройдет в столице Татарстана с 15 по 17 мая. Дина Гзалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Подготовку новых национальных проектов с учетом задач, поставленных Владимиром Путиным, обсудили сегодня в Москве. Рустам Минниханов в качестве председателя провел заседание комиссии Госсовета России по направлению строительства ЖКХ «Городская среда». Во встрече приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минстроя страны Ирик Файзуллин. Как отметил Раис Татарстана, ранее принятые меры дали серьезный импульс для развития стройиндустрии. Это разработка механизмов комплексного развития территорий, по которым в России возводится более 5 миллионов квадратных метров жилья, и реализация льготных программ ипотечного кредитования, которыми воспользовались 2,5 миллиона семей. Рустам Минниханов выразил благодарность за решение о продлении льготной семейной ипотеки до 2030 года. По его словам, ипотека должна быть доступной для каждой семьи. Рустам Минниханов предложил увеличить предельный лимит кредита, исходя из стоимости жилья в регионе, и первоначальном взносе не более 20%. Так, в Казани двухкомнатные квартиры стоят около 11 миллионов рублей. При этом предельный размер семейной ипотеки всего 6 миллионов. Также, по мнению Рустама Минниханова, важно обеспечить стабильное предложение жилья в регионах и городах, которые формируют экономический потенциал страны и субъекта. Например, в Нижнекамске строится пока порядка 1% от всего объема многоквартирного фонда республики. Та же ситуация в Елабуге и Менделеевске. Для ее исправления предложено поддерживать застройщиков, которые работают в таких местах. Знакомство начинается. Сегодня в Казань со знакомительным визитом приехали главы 6 делегаций предстоящих игр стран БРИКС. Для остальных устроили онлайн-трансляции встреч с организаторами. Предварительный выезд на место проведения – совершенно новый формат. Игры стран БРИКС в Казани будут намного масштабнее, чем ранее. Если до этого соревнования проводили по нескольким дисциплинам, то в Татарстане разыграют медали по 30 видам спорта. Что организаторы готовят для участников и на что они прежде всего будут обращать внимание, узнал Дмитрий Аринин. Воочию увидеть, где в Казани пройдут игры стран БРИКС, приехали главы делегаций из Афганистана, Бахрейна, Венесуэлы, Конго, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Сербской. Для многих и функционеров, и спортсменов это первый визит в нашу республику. Это мой первый визит в Россию. Погода здесь просто замечательная. У нас в Бахрейне ужасно жарко сейчас. Очень нравится. Возлагаем большие надежды на сотрудничество. Будем обращать внимание на то, что поможет развитию спорта в Бахрейне. Мы хотим укрепить отношения между Россией и Венесуэлой, так как наша страна тоже хочет вступить в БРИКС. Спорт как раз помогает укрепить отношения. От нас приедут около 40 спортсменов, мы выступим в 9 дисциплинах. Талисманом игр стал леопард по имени Бриксик. Окончательно программу соревнований утвердят 15 мая. Сейчас рассматривают расписание из 30 видов спорта, где разыграют без малого 400 комплектов наград. В Казани ждут около 4000 спортсменов из 50 стран. Игры примут 17 спорткомплексов города. Мы обновляем не только, так скажем, здания, сооружения, мы обновляем весь инвентарь, все оборудование. В общем-то, это для нас большой тоже вызов. И через 10, уже 11 лет после универсиады вот такой полноценный вход на все объекты. Показываем, отвечаем на вопросы всех тех стран, которые планируют приехать в Казань в качестве, значит, участников. Во время игр спортсмены будут жить в деревне Универсиады. Сегодня ее и местную поликлинику показали гостям. Здесь, кроме медпомощи, атлеты смогут пройти сеансы восстановления после соревнований. Меню для участников игр будет разнообразным. Кухня в наших традициях будет организована с различными видами питания, в том и халяльным питанием. То есть здесь подходы все отработаны. Знакомиться со всей инфраструктурой игр БРИКС главы делегации будут в течение 3 дней. Сами соревнования пройдут с 10 по 24 июня. Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Татарстан успешно подготовится к предстоящим играм и саммиту БРИКС. Такую уверенность выразил Фарид Мухаммедшин на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству. Во встрече спикер парламента республики принял участие по видеосвязи. Как отметил глава МИДа страны Сергей Лавров, Татарстан все больше становится местом проведения важнейших мероприятий. Отдельно обсудили итоги выборов президента России. Несмотря на противодействие западных стран, выборы за рубежом прошли на всех участках. Проголосовали
проголосовали более 400 тысяч наших соотечественников. Опыт проведения мероприятий мы уже имеем по играм будущего. Фиджитал, так называемый, который мы провели, очень организованный, получили высокую оценку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, позволяет на этой базе нам готовиться и успешно провести и предстоящие спортивные игры, и встречи стран БРИКС. В Татарстане продолжается прием заявок для участия в предварительном голосовании «Единой России». Так партия определит своих представителей для участия в выборах в Госсовет. Сегодня документы представил действующий депутат, председатель правления благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой и основатель хосписов в Казани Владимир Вавилов. Он заявил, в новом созыве Госсовета намерен продолжить работу по развитию паллиативной помощи в республике. Прошло 5 лет, как я уже депутатом. Первое, я радуюсь то, что я выполнил свои предвыборные обещания предыдущие. Я построил хоспис и открыл 10 кабинетов в 10 районах Татарстана паллиативной помощи. Помог очень многим людям. Почему я дальше иду? Моя одна основная цель – развивать паллиативную помощь в Республике Татарстан. Сегодня в Казани прошел круглый стол, посвященный жизни и творчеству Махтум Кули Фраги, великого просветителя и мыслителя тюркского мира. Мероприятие в честь 300-летия со дня рождения поэта провела Академия наук Татарстана совместно с Генконсульством Туркменистана в России. Поприветствовать участников приехал ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова. За круглым столом обсудили мировое значение рукописей Махтум Кули Фраги, его творчество в контексте татарской историко-культурной мысли, взаимодействие туркмен и татар в Нижнем Поволжье, роль авторов в формировании культурных направлений среди тюркских народов. Также сегодня представили литературные переводы стихотворений поэта. Коллекция рукописей Махтум Кули Фраги включена в Международный реестр «Память мира ЮНЕСКО». Некоторые из них хранятся в архивах КФУ. Много татарских поэтов, чьи творчества были взаимосвязаны с стихами Махтум Кули Фраги. Жил он в XVIII веке, во второй половине, и в то время он смог поднять такие актуальные вопросы человечества, как единство, становление, государственности, дружбы. Махтум Кули, он объединяющий и Туркменистан, и Татарстан своими стихами еще с 300 лет назад в арабографике его там стихи доходили до Казани. Когда мы дорожим культурой, историей других народов, они, соответственно, дорожат нашей, и мы так в этом случае только остаемся и будем сильны. В нашем факультете туркменского языка и литературы мы изучаем историю татарской литературы, изучаем фольклор татарского народа, потом всю историю татарской литературы, в том числе творчество таких выдающихся поэтов, как Габдулла Тукай, Муса Джалил. В Татарстан продолжают возвращаться лебеди. Птиц уже заметили в Высокогорском, Дрожжановском, Кукмарском и Ютазинском районах. Этих лебедей сняли в Лаишевском. Видно, как 5 шипунов рассекают водную гладь. Последняя пара исполняла брачный танец. Это все главные новости. Сейчас передаю слово Наилю Дихате. Он расскажет о погоде на завтра. До встречи. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Счастье быть дома. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Преимущество на Exit TXL до 1 130 000 рублей. В апреле сигнализация в подарок. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. Футбольный клуб «Рубин» приглашает вас на матч 20 апреля в 14:00. Соперником нашей команды станет футбольный клуб «Локомотив». Билеты в кассах стадиона и на сайте tickets.rubin-kazan.ru. 0+. От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубний щит».
Скидка 40% на дезодоранты и гели для душа. Только 2 дня 18 и 19 апреля в магазинах «Улыбка радуги». Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. В апреле премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Qozonda күнең истәлекле, күңелле үтсен дисәң, Бауманурама 31-нче йортка кил. Тылсымлы урманны күрү, үтә күренмәле дөньяга чуму, сюрреалистик супермаркетка эләгү. Булар барысы да дворец впечатлениедә. Кунакка көтәбез. Qozon, Бауманурама 31-нче йорт. Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека, Фармленд. Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Здравствуйте, исянмесис. Предстоящие сутки в Татарстане потеплеет, однако местами сохранятся осадки. Подробнее через пару секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Балтасях, Зеленодольске облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура днем 14-16, ночью 10-11 градусов тепла. В Кайбицах, Апастово и Буинске переменная облачность, осадки в виде дождя. Температура днем от 15 до 21, ночью от 9 до 11 градусов тепла. В Чистополе, Мамадыше и Нурлатах облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 16, плюс 20, ночью плюс 12, плюс 14. В Набережных Челнах, Менделинске и Агрызе переменная облачность, местами дожди. Днем 16-18, ночью 12-14 градусов выше 0. В Альметьевске, Азнакаево и Урусу температура днем 17-18 градусов, ночью 14-16 градусов тепла. Здесь облачно с прояснениями, без осадков. В туристических городах температура тоже повысится. Местами сохранятся осадки. В Свияжске температура днем 16 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Ночью плюс 10 градусов. В Болгорах днем 15 градусов выше 0. Ночью около 9. Здесь будет переменная облачность. Дожди не прогнозируют. В Елабуге ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура 16 градусов тепла днем и 13 градусов ночью. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 19 и 20 апреля в аптеках Фармленд на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. С 4 по 18 апреля в клинике варикоза нет. Прием флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Звоните 212 20 10. С 4 по 18 апреля 2024 года в клинике варикоза нет. Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Казань, улица Достоевского, 40. Запись по телефону 8 843 212 20 10.
В столице Татарстана будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура днем 16 градусов тепла, ночью 11 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 746 мм ртутного столба. Ветер западный около 6 метров в секунду, влажность 59%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Это все о погоде. Будьте здоровы, всего хорошего.